Так, ну чё, очередной день с машинкой. Слава богу, уже не с тормозами. Тормоза все отлично работают. Вот, машина прям по-другому себя начала вести, короче. И прям как будто новая машина. Реально. Тормозишь прям кайф, так плавно, все супер. И едет прям отлично. Ну вот реально тормоза там мешали очень сильно. Вот, сейчас другое. Но оно плановое, я ничего не делаю, просто меняю антифриз. Антифриз меняется легко. Вот, купил специально для Toyota Lexus антифриз 2 галлона. Сейчас буду все это сливать. Сливается тоже все просто, там вот краник есть. Он подключил там шланг, сейчас буду все это сливать. Ну все, пошел потек антифризик. По чуть-чуть. В бачке, конечно, тут трындец, его надо чистить. Ну, просто ужас. Налет такой. Сейчас пойду его чистить. Антифриз по-любому надо менять, потому что я хрен знает, когда его вообще последний раз меняли. И сейчас уже жара наступает, двигателю надо все равно поменять антифриз, чтобы остывал побыстрее и не грелся сильно. Уже жара, блин, духота. Хотя температура-то вроде небольшая, там 25, по-моему, даже нет. Но влажность пришла, началась такая влажность, и тяжело очень. Еще и когда солнышко припекает, вообще очень круто. Ну а пока тут потихоньку сливается, сейчас буду подкрашивать сколы на капоте. Вот тут их довольно много сейчас стало, надо потихонечку их подкрашивать карандашом. Вот карандаш у меня есть специальный для Toyota, серебряный цвет. Зачищаешь, там подкрашиваешь, кисточка есть. Так, съездил сейчас, помыл машинку. После такого ремонта необходимо ее помыть. Красавица моя. Ну все, колесики попшикал. Красавица. Колесики блестят. Ты черепаха? Давай, улыбайся. Тьфу, малыш. А давай тебя бы фига. Давай, чтобы держи, ты... держи. Папа, Держи. встань. Давай. Голову вот сюда. Снимай. Ай. Пи-пи. Такой вообще водитель. Смотри, какой водитель. Так, и Саич крутит там, наяривает. Смотри, наяривает. Как папка. А я мама. Пип-пип. Пип-пип. Он реально уже все готов, уже драйвер лайсенс получать, пермит. Все, Эльдарка крепко встрял в руль, вцепился, его сейчас не вытащить отсюда. Его скоро на работу отправим, дальнобой, по Америке. Смотри, прикол, хочешь, смотри, прикол. Куда? Я не пойду. Сейчас. Может, оставим его? Утром заберем.
Да, выше прыгай. Все. Так, доброе утро. Я в машине снова. Ну, я так подделываю ее немножко. Здесь у меня вон, где ручка. В карте двери. Дырка такая. Кто-то как тястый был до меня здесь. И уж порвал здесь кожу, замените. Вот, и я купил наклейки кожзама, ну, специально для ремонта. Сейчас буду клеить. Вот уже отрезал кусочек, сейчас его буду доводить до... делать округлый и сюда приклеивать. Вот, чтобы этого не было. Оно, конечно, потемнее немножко, да. Но ничего страшного. Ну, почти незаметно даже. Будем клеить здесь. Не дают мне такую кусочку. Кусочка! Большой. Большой кусился. Да, опасный папа. Классный стримборд. Красавец. Давай, сейчас давай. Ох, сейчас ходим, гуляем, погода отличная, облачка такие. Во Флориде облачка — это кайф. Вот сейчас что-то меня навеяло, там комментарий у меня один как-то был. У меня такое ощущение складывается, как будто люди думают, что я с Ютуба зарабатываю. Например, вот то, что я все выкладываю. Блин, я за все время с 2015 года на YouTube, с Ютуба, наверное, снял в общем
наверное, долларов 200 с 15 года. Это с того момента, как я начал вообще вести блог. Так что, люди, я вообще это все не для заработка абсолютно делаю. Если бы я хотел это делать для заработка, я бы, ну, как-то заморочился бы там с монтажом бы или еще нашел бы людей на крайняк, которые мне бы делали монтаж, потому что мне много раз предлагали. Да. Много раз предлагали, короче, там заняться монтажом, люди писали. Но нет. Я как бы этим не особо не хочу заниматься. Вот я для души чисто делаю, для своих дневниковых как бы записей, просто для хронологии. Вот, поэтому я вообще ничего не зарабатываю с этого. Как бы, это не все не для заработка делается. Чисто для энтузиазма. Я сейчас по Дайтоне еще не выехал даже. Только-только вот из дома еду. Так, ну что, сегодня 21 апреля. Я сейчас еду в Орландо снова тусить. Ну как снова? Примерно раз в месяц. То есть какие-то привозы в Орландо бывают. Ну, такие, которые мне интересны. Они там постоянно, каждые выходные кто-то приезжает. Но то, что мне интересно, оно как бы, ну так вот раз в месяц примерно. Именно в Орландо. Сегодня приезжает Джоди Вистернов. Это Anjuna Deep Label. Вот, там будет в интересном месте, в Open Air, какой-то лаунж-бар там наверху. Ну, в общем, будет интересно, я думаю. И музыка интересная, такая чилловая. И место будет классное. Вот, сейчас еду, час езды снова. Все стандартно, час езды до Орландо. И погнали. По счету тормозов, кстати, они у меня до сих пор свистят. У меня подозрение также на задний левый тормоз, тот, который мне не тот прислали. Не знаю, что это может быть. Может, колодки свистят, задевают, потому что там нужны другие колодки. Я же эти просто подточил, чтобы они в пазы впали. То есть зашли
но там, ну, нужны другие колодки, возможно, они там шире, но толщина меньше у них, возможно, и из-за этого там колодка скребется, но вряд ли, мне кажется, там что-то другое. Ну ладно, посмотрим, поездим, еще поезжу и посмотрю, какова будет ситуация, вот. Может быть, пройдет это, еще мало проехал я. Но скрип мне это, конечно, неприятный вообще, блин. Портится все впечатление от новых тормозов. И еще важный момент, когда я нажимаю на педаль тормоза, скрип такой, в принципе, пропадает. Ну, не такой сильный. Ну, то есть там уже колодки работают, звук колодок. Но он пропадает. Когда я отпускаю, он начинается. Ну, то есть такая вот тема. Будем ждать, ездить. Ездит все отлично, прекрасно, как бы сам функционал, прям чувствую, тормоза отлично работают. Кстати, антифриз я поменял, все отлично. Вот, слил, новый залил, потом долил, чтобы, ну, когда воздух вышел, там, все по технологии. Так, ну все, доехал на то же место, где в прошлый раз был. Только сейчас тут свободных мест много, потому что я пораньше приехал. Ну, вообще, само мероприятие пораньше, оно в 9. Так, сейчас где-то там 1,5 мили, наверное, мне идти примерно. Время есть, все отлично. Еще светло, здорово. Время перешло на летнее. Тут это хорошо есть, и сейчас темнеет поздно. То есть сейчас уже почти, ну не почти, а 8 уже. А еще так светло. То есть 8:30 где-то будет темнеть. Вообще обалденно. И по температуре сейчас вообще идеально просто. Ну где-то, я не знаю, 22-23 градуса. Вот прям идеал. Такой ветер, такой бризовый такой вообще. И я в тонкой футболке. Вообще не холодно. Здорово. Идеальная просто летняя температура. И еще запахи, вот этот ветер такой теплый, сильный, он прям как такой майский. Ну вот я всегда буду сравнивать с моей родной землей, с моей родной широтой умеренной, там, где я вырос. Всегда я буду с этим сравнивать. И такой майский, теплый ветер, вечерний, с ароматом такой сирени, цветения. Ну, это просто божественно. Я хожу, кайфую. Как это весна все-таки здорово. Да все здорово, все люблю. И лето, и осень, и зиму, и весну. Насколько все прекрасно, что есть такое разнообразие на нашей планете, в нашей жизни, контраст. Я, кстати, частенько смотрю Google Earth, прям в приложение Google Планету. Смотрю космические снимки, то есть спутниковые снимки Земли. Просто интересно, сравниваю иногда. Вот, Чувашию я часто смотрю. Смотрю, как было, как есть. Вот, и я, короче, заметил, вот я посмотрел чувашские леса и сравнил. Там были снимки 85-го года, то есть советского периода, и сейчасшние. Вот эти леса, это и Пресненский, Алатырский район, где Присурский заповедник. И там, как оказывается, сейчас те леса в гораздо лучшем состоянии, чем были раньше. Не в том смысле, что в лучшем состоянии, они сейчас намного зеленее, больше площадь лесов. А раньше в СССР там все-таки было, как бы это ни звучало, сейчас леса забросили, оставили. И они естественным образом возрождаются. То есть там, где раньше было поле, например, сейчас вырастает лес. Вот. А раньше как бы поля типа пахали, ну, площадь посевов была, наверное, больше. И со спутниковых снимков это видно, сравнивая 85-2022, прям вообще отлично это все наблюдается. Вот, это такое наблюдение. Как бы не говорили, что наоборот, раньше все было зеленее, трава зеленее, там
бабы моложе, красивее. Ну, на самом деле нет. На самом деле для природы разруха, вот именно российская, она очень благотворно на это влияет. Не на все леса, конечно, например, в Сибири, если посмотреть, то там большая площадь вырубок, потому что там ценный лес, всякие кедры, лиственницы. Китайцы свои же, ну, все, кому не лень, все там пилят. Вот. А вот наш чувашский лес, Присурский, он в нормальном состоянии. Ну, благо, что Присурский, там есть заповедник, и благодаря этому тоже все равно лес сохраняется. Вот. Но интересно смотреть снимки, конечно, старые. А вот, кстати, Vanguard. Это куда я в прошлый раз приезжал на Cosmic Gate. Вот. Мне, конечно, в рамках клуба не очень этого понравилось, потому что очень маленький танцпол. Очень маленький танцпол, а народу очень много, и там много всяких пьяных снуют, мешают постоянно, отвлекают, короче. Музыкой не дают насладиться нормально. В общем, мне в рамках клуба не понравилось. Вот, кстати, я пойду сюда снова на ATB только. Это будет 21 мая. Ну, блин, на ATB уж ладно, надо пойти, думаю. Это точно. А вот, и 29 апреля сюда приезжают Above and Beyond. Правда, я на них не успел, короче, билеты купить. Вот, а потом они стали дорогие, ну, $70, короче, стали стоить, как бы, ну, я могу заплатить, но меня жаба душит $70 платить. До $50 нормально, но вот 70 уже даже за Above and Beyond. Блин, это, конечно, классные чуваки, я на них был в Москве в 2008 году, или в 2009? В 2009 году, в 2009. Там был Trans Around the World, это их подкаст, радиошоу было, 300-й юбилейный был, и вот там приехало очень много диджеев, там Даниэль Канди, Куя Альберт, Мэдзо, там еще много ребят, и вот сами Above and Beyond были, там был офигительный сет, просто офигительная ночь, это моя первая в жизни, мне 17 лет тогда еще было, меня не хотели пускать туда, потому что, ну, у меня не было 18 лет, но я говорю, блин, ребят, я издалека приехал, мне сейчас некуда деваться. У меня, говорю, через месяц день рождения, у меня там реально был через месяц день рождения. Я говорю, блин, пожалуйста. Ну, в общем, они, ладно, такие. Ну, там зима был, мороз, это был декабрь. Ну, реально, куда я пойду, чё, блин, я... В общем, молодцы, ребята, пропустили, была классная ночь. И вот сейчас с Above and Beyond у меня есть возможность, но они сюда часто, это Флорида, они сюда часто приезжают. Так что ничего страшного. Я зажал $70. Сейчас, а потом они sold out, стало, там все распродали уже. Вот, и ничего. Но в рамках этого клуба, если у них sold out, там народу, наверное, дофигища. И, блин, если на Cosmic Gate там такая толпучка была, я представляю, что будет на этих ребятах, на Above and Beyond. Там, мне кажется, будет не очень комфортно из-за этой толкучки. Танцпол маленький, ну не то это. Нужны специальные площадки все-таки для таких ребят, не в рамках клуба. Сейчас, короче, я зашел во вьетнамский ресторан, взял фобо
супчик вьетнамский. 100 лет его не ел. Я просто кушать очень хочу. Сейчас время уже подходит, но это пофиг, я могу попозже прийти, ничего страшного. Прям есть охота подкрепиться перед ночкой. Ой, какая красота тут. Ой, какая порция. Ну, люблю все-таки азиатскую кухню, обожаю просто. Да я вообще любую кухню люблю. Люблю поесть. Короче, сейчас фартануло сюда попасть. Я, блин, надо показать. Я в сандалях сюда пришел. Вот. Одного чувака передо мной, он в шлепках пришел, его развернули. А у меня сандали, говорит, у тебя нормально. Но меня тормознули все равно. Они говорят, у меня сзади же лямка. Thank you, Jody. Thank you. Bye-bye. Фу, все закончилось офигенно, уже 3 часа утра. Блин, классно было. Я тут что, короче, по дресс-коду первый раз в жизни чуть в клуб меня не пустили. Короче, я в сандалях, вот. А там типа, ну, там не написано, что в сандалях нельзя, но в сланцах, в тапках, он смотрел так, ну, вроде бы и не сланцы.
И не тапки, но не ботинки нормальные, не кроссовки. Короче, а чувака прям после меня одного не пустили, он прям в тапках был, короче. Вот. Меня пустили, нормально все. Вот облом был бы. Фу, прям подустал так аж. Ну ничего, прям кайф был. Сегодня тут движуха вообще в Орландо. Ебать, это тот самый фестиваль, на который я сейчас попал. Это какие-то сходки черных, короче. Одни черные здесь ходят. Что-то мне страшновато, малеха, просто я о многом наслышан. Ебать, тут страшно было. Так вот, черные какие-то агрессивные все. Накуренные, ну, блин, я хуй знает, чем они накуренные. Там, блядь, вообще жесть. Я шел, там какая-то баба заорала, что я снимал. Я как-то вообще... Так, ну до машины дошел. Все отлично. Кажется, так долго шел. Фух. Все. Спокойной ночи. Так, ну чё, мы сейчас уже на днях переезжаем в новый дом для нас. Вот новый, ну, старый дом. Вот, по стоимости он будет $1300, но в дом. Не апартменты, то есть это дом, ну, двухквартирный, правда. Первый и второй этаж другие люди живут, первый, как бы, ну, разный вход, все дела, то есть, как бы, отдельно все. Вот, и такие вот дела. Сейчас будем заниматься этим переездом, там уже поподробнее там расскажу, что как. Фу, дети спят, Настя там гулять пошла. По барам, по ресторанам. Меняемся мы с ней вчера, я сегодня одна. Так вот, что, в общем. Мы переезжаем. Сегодня вот ездили дом смотреть, я вот так мельком поснимал. Этот дом находится примерно в миле, наверное. В миле отсюда, на юг. Вот, ну ничего особого по местоположению там нет, вот просто есть вариант переехать, короче, отсюда туда. Вот, и мы как бы рассмотрели этот вариант и решили, что переедем. Вот, если сравнивать, брать плюсы и минусы, например, жизни здесь, вот в этом многоквартирном доме, в апартментах и там. Там дом двухэтажный, и получается он поделен на этажи, то есть наверху живут другие соседи, внизу, естественно, ну, соответственно, будем жить мы. Вот, то есть там как бы ничего общего там нету, то есть, это не, в смысле, то, что это два разных входа, там никак с соседями соприкасаться не будешь, то есть это два разных входа. Вот что значит. Не то, что это один дом двухэтажный, просто один вход, и мы на первом, соседи на втором. Нет, там два разных входа. То есть это, по сути, отдельное жилье. Ну, вот, просто над нами еще там соседи сверху будут. Вот. По плюсам того дома, ну, как бы это дом. Во-вторых, там поспокойней. Вот здесь у нас дорога довольно-таки оживленная, постоянно она шумит. Вот, если ты открываешь здесь окна, очень шумно. Вот. Даже если с закрытыми окнами, на самом деле, окна здесь хреноватые, все равно очень хорошо все слышно. Особенно, когда был Bike Week, когда много мотоциклетов было. Вообще ужас. Вот. Из плюсов то, что тихо там. Вот. Что еще сказать? По плюсам пока еще непонятно. Надо пожить, посмотреть. Но минусы жизни вот в апартментах, в многоквартирном доме, они точно есть. Вот в этом именно доме, потому что здесь очень хорошая слышимость.
Мы все-таки с маленькими детьми живем, как бы, ну, все равно как-то соседи слышат, хотя посрать уже на них совсем. Похер. Но все равно это не то. Но, по сути, мы сейчас выбираем, как бы, из двух зол меньше. Но я все равно за переезд, и Настя тоже за переезд. Хоть что-то новенькое. Ремонт там тоже такой же, как бы серые стены, это все понятно. У нас пока другого варианта нету. Вот. Хотя бы что-то новое, какие-то изменения. Мы здесь живем вот полгода, да, сколько там, я даже не знаю. Что-то хочется нового. Здесь немножко поднадоело. Хоть какое-то путешествие, разнообразие. На милю отсюда. И оттуда еще Настя, работа ближе. Вот. А что еще? Ну, пока какое-то двоякое чувство. Не знаю. Там сверху нас живут ямайцы ребята. Или кто там, багамцы, черные ребята. Вот там 3 девушки. Это, сюда вот Дейтон, это курортные вообще места Флориды. Сюда на сезон часто приезжают на заработки вот всякие багамцы, ямайцы и тому подобные страны. То есть люди оттуда приезжают чисто на заработки. Тут работают всякими хаускиперами. Ну, такая всякая низкоквалифицированная работа. Вот, и они приезжают, работают. Вот. Я ничего против них не имею, ничего не говорю, просто там соседи сверху, я их не знаю. И как-то немножко боязно так заезжать, я не знаю, как они себя ведут, как они... Ну это ладно, это так просто мои сейчас догадки и опасения. Посмотрим, что когда будет. Так, ну что, начинаем переезд. Вот я загрузил все самое мягкое сейчас, легкое в машину. Вот, потом у нас будет грузовая машина вечером. Грузовая машина, и уже на ней будем там основные крупные вещи. Ну, их тоже немного перевозить. Благо мы сейчас недалеко переезжаем, всего даже мили нет. Ну, мили, наверное, отсюда, да, миля есть. Вот, сейчас перевезу. Так, мне сейчас подогнали трак тут, Ford Transit, для переезда. Первую уходку я уже сделал, мне еще человека дали, венесуэльца, пацана. Вот, первую уходку, самые тяжелые вещи он мне помог забрать, сейчас мелочи остались. Классный прицеп, его, блин, можно использовать как тележку, реально классно. Ну все, мы практически тут уже все собрали, осталось мелочи, это остается все. Оно здесь и было, так и останется. Вот, закатики теперь мы такие видеть не будем из окна. Там видок немножко другой. Спасибо этой квартирке. Спасибо этому дому. Ну что, все. Вот осталось вот это. Вместе уже с нами пойдет. Оставляем квартирку. И сосиску, конечно, надо не забыть. Вон она там нюхает, да? Снова переезжаем, малышка. Снова, ты же любишь переезжать. Там котяра тебя какой-то ждет на заднем дворе уже. Малышка. Не, по-моему, котяра там.
кошка, это сосиска. Все. Ой, отклеить-то забыл. Все. Пока. Привет. Ох, вот мы переехали в новый домик, и у нас тут сразу... Охереть, какой тараканчик. Я руку свою, чтобы размер был виден. Руку положи. Он не укусит? Блин, такой по Это тот самый из «Людей в черном», я его еще такого не видел. Смотри. Смотри, если нападешь, убьешь его, на тебя нашествие. Сосиска, давай-ка, отрабатывай. Что делаете? Я боюсь. Сосиска, смотри, сосиска, смотри, смотри. Тихо, не кричи. Не, я не кричу. Она не поняла еще, в новом доме она еще сама тут жертва. Сейчас еду в Walmart. Надо там молока купить и что-нибудь типа свечки или благовоний, чтобы запах выкурить прошлых лет. Сосиска ему там лапу отхрямкала. Лежит беспомощный. Папа, тёплая говорю. Так, сейчас приехал на старую квартиру, это уже следующий день. Вчера мы все разгрузились, нормально. Вот сегодня расставляемся, сейчас кое-какие мелочи забрать, ленту эту диодную. Там буквы пластиковые, напольные. Вот. Так, я трак уже отдал свой, не свой точнее. И сейчас забираю свою ласточку. Уже на новое пристанище. Так, а вот наш бэк-ярд. Мы сюда батут вытащили. Я вот притаранил, вот сейчас ездил ковер вот с буквами. Ковер постелили, вообще отлично. Как раз детям бегать, просто тут бетонная площадка просто. Вот. Сосиска тут уже освоилась, уже все домой не хочет заходить, да? Надо стерилизовать только ее сейчас, а то она сейчас котят быстро нагуляет. Морда. Тут у нас еще, правда, не наши, но есть вот баскетбольная площадочка. Это, походу, соседская, да, площадка. Так, ну уже на финишной прямой. Вот осталось вот совсем немного. Уже раскидать там по шкафам. Вот остальное уже докупим, там мебель необходимую, там диван и все остальное, короче, вообще устали капздец. Устали не от переезда, а от детей. Сейчас вот интернет сделали, включили мультики, сидят, стоят. Фух. Так, а мы в Орландо. Мы, короче, зашли в Икею, приехали. Надо нам купить там много всяких мелочей, всяких там, стол надо купить. Вот, и Захотела диван за $1300. сейчас смотрим, чего да как. Так, Эльдарка у нас остается манекеном, как раз он шведский ребенок, светленький. Да, говорит, что, книжку взял, пошел. А Эльдарке тут баллы понравились в Икее. Покажи мама второго ребенка. Невозмутимость.
Полы, говорит, классные. Слюнки там. Ой. Тут еще авария. ДТП. Пошли дальше смотреть, ну как ты вариант? Смотри. Так, ну что, вот мы уже собрали стульчики, 3 стула, там кресло офигенное, стол, там еще полочка, еще там что-то надо собрать, даже не знаю, что это такое. Время жарить мясо. Сейчас, кстати, Jeep Week в Дайтоне, одни джипы вон ездят. Каждая вторая машина. Вот и... То есть Bike Week был, сейчас Jeep Week. Все джипы со всей Америки съезжают сюда. Что-то тоже охота, джип. То байк хотелось, теперь джип охота. Шучу, конечно. Так, мамка, приготовься. Все, весь пляж заставлен машинами сейчас. Прям некомфортно здесь гулять. Здесь, конечно, есть участки, где машинам нельзя. Вот, например, вот рядом. Вот здесь уже прям с детьми не погуляешь. Особенно если вода поджимает. Экология пляжа, конечно, все равно страдает по-любому. Это вот 100 лет этому пляжу, грубо говоря, да, вот все 100 лет сюда выезжают машины. Он, конечно, наверное, самоочищается, океан.
Но все равно, это по капельке масла с каждой машины капнет, и все равно уже будет результат отрицательный. Но тут даже не сколько от машин проблема, а от людей, естественно. Очень много мусора остается. Нет, не очень много, просто люди иногда что-то... Ага, иногда что-то просто забывают, оставляют. Вот, я часто замечал, прям оставляют много вещей иногда. Ну, может, забывают, я не знаю. Без понятия. Игрушки детские, очень много. Пластмасса, опять же. Дети забывают, раскидывают, там в песок закапывается что-то, и прям очень много. Но здесь, конечно, убирают, все равно патрули ездят постоянно, мусор собирают. Фига, там караван едет. Так, аж пляж такой. Уже скучаю по зиме даже, когда вообще было спокойно, машин мало очень было. Ну, конечно, летом, сейчас первое лето у нас здесь. Посмотрим, что. В принципе, как бы это не напрягает. Особо пока. Но вчера я в пробку встал, когда ехал с магазина. Эти джипы там вообще трындец, они в сторону вот пляжа, очень много их было, и там прям пробка была. Офигеть, там пробочка. Так, сейчас я тут подметаю свое парковочное место. Тут такой ужас был. Столько песка, вот сейчас его весь в пакеты закидываю. После дождя тут машина прям грязная была. Капли падали, и песок все на колесо сыпалось. Колесо очень грязное было. А это не знаю, чья машина, ее эвакуировать надо. Айчка! Пришлось тут на газон паркануться. Мы сейчас поехали тут на одно мероприятие в Дайтоне. Тут везде все занято вообще. Вон там стоят тоже на газоне. Тут нашел промежуток. Сейчас тут проходит какой-то арт-фестиваль мастеров. Тут с детьми, конечно, скучновато, но тут классные всякие картины, фотографии. Интересно. И Ксюня, и
и Хосе, и черепаха. Видишь, смотри, вот черепахи. Смотри, вот черепаха. Вот маленькая малюточка черепаха. О, видишь, вот. Они теперь к нам идут. Утята. Чтобы я плывал. Ты и так утенок. И Ильдарка утенок. Похож. Нет, я не могу же плывать. Я же могу плывать. Я же могу там же облако, я могу упасть, а я хочу быть утенок. Папа, я хочу быть утенок, быть таким маленьким. Ты и так утенок. Нет, я же большой, а я не утенок. Я же Можно быть и большим утенком. Ну я Так, хочу... Папа, а я хочу быть маленьким. Если кто-то мне... Пап, что, не надо. Все, катай тебя. Нет, это не воды, а просто сидят там в кустах Ой, мам, а ты что? Там нет я, что я занята. Ты легко. Он сам будет катать вас. Папа, давай будет кафе. Давай. Давай. Сейчас набросала на берег вот этих вот водорослей. Весь берег них. Такой прям рыбный запах от них. Такой солено-рыбный, классный. Змея. И Да вот же змея.
Я пупа. Куда пошел? Ай, маленький, зачем ты? Ай, отпустите. Иди домой. Нет, там не Слушай, Боленька, иди домой. Резинка там. Сейчас Ахаю. резинка. Резинка чёрная.